Hello. Excuse me, could you please introduce yourself? Where did you come from? What impressed you the most here at Nomad Games? Like your favorite moments so far? Thank you for inviting us. We were invited by your embassy to come here and cover the games. The most fascinating part of the games was how you people have preserved your culture, traditions, and the kind of sports being played by the nomads. If you compare it with the modern sports, it shows that playing nomad games is not an easy game. It requires a lot of skills, a lot of strength, and I really congratulate your president, who has been the brainchild of these games. I was watching yesterday one of the games, Kokabura. Kokoburu. Kokburu. I really liked it. I was watching one of the matches and I just found it, it's not very easy to play these games. It requires a lot of strength. And there were people, shouting, hooting. It was a fun, watching those games. Я как журналист, я могу сказать, что лично мне не на что жаловаться, потому что у нас там практически все задачи, которые были поставлены в Москве передо мной, в московской редакции, мы все выполнили. То есть нам нужен был скоростной интернет в разных точках, он есть. Там, проблем с парковками нет, проблем с питанием нет. То есть я считаю, что там были какие-то маленькие недочеты, но в общем и целом организация на очень высоком уровне. Я сравниваю с другими мероприятиями, и самые положительные впечатления. Ну вот в своих материалах акцент на что вы делаете, например, в прямом эфире или в репортажах? Ну, прежде всего, конечно, это спортивные результаты, потому что, конечно, сборная России здесь представлена, очень много спортсменов приехало из нашей страны, из разных регионов, и нам интересно, как они выступают. Но, во-вторых, конечно, интересно показать нашим зрителям колорит национальный, потому что о Кыргызстане очень много материалов у нас проходит, но тем не менее для многих жителей это такая территория неизвестная остается. И вот хочется показать традиции, культуру этой страны, и тут, по-моему, все прекрасные условия созданы. Но вот место проблемы иногда бывает, и очень далеко, здесь, например, один игра есть, а потом 70 километров далеко есть одинаковое время вторая игра, а мы не можем успеть. Либо там снимаем, либо здесь снимаем. И место, первые 2 дня мы свои как место нашли. И не могли как нам оставить куда-нибудь. И потом они, конечно, решили, спасибо, все, кто с вами работал, кто помогал нам. My name is Akhlaq Usmani. I came from New Delhi, India. I'm a freelance journalist and covering CIS and West Asian affairs. I have one question. Ahmad, what do you think of organization of the games? Have you had any unpleasant experience here? No unpleasant experience. Everything is we find here better, and I think that the overall Nomad Games concept is it is very exclusive and rare. I think the country like India should also participate very aggressively, because India is also the house of a big nomadic society. So as far as this idea is concerned, which have been floated by Excellency Almaz Beg Atambayev, I think that I see and I hope that one day India will also host this game, because it is uniting so-called non-conventional societies. Я приехал из Баку, главный редактор республиканской газеты «Бачи Хабар». Это означает новости Баку на азербайджанском языке, ежедневно выпускается. Главный редактор, еще член пресс-совета республики Айдын Гулиев. Айдын агай, как вы освещаете игры кочевников? Я уже 2-й раз присутствую в играх кочевников в Кыргызстане. Первый раз в 2014 году и вот в этом году.
Мне самому очень понравились эти игры, понравились. У меня еще вопрос. Вот сами сказали, что в 2014 году, кажется, в Кыргызстане были. Есть какая-то разница? Вот в этом году тоже мы. Большая разница есть в контексте организации этих соревнований, есть большая разница вот в 2014 году и в этом году. Тут создавались очень огромные инфраструктуры. Вот, например, в 2014 году вот такой пресс-центр не был. Я тогда не видел. Такой ипподром не был. Был просто поле. Ну, конечно, это был первый раз. Я очень рад, что кыргызский народ, кыргызское правительство делали все, что надо, чтобы вот организовать в такой степени такое соревнование. Спасибо большое, удачи вам. Вам тоже спасибо.